Добрый день. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Хорошо ли слышно, видно? В чате, пожалуйста, отметьте плюсиками, если вы нас видите и слышите. Так, замечательно. Коллеги, рады приветствовать всех, кто к нам подключился. Вижу, что большинство из подключившихся – это именно наши кураторы проекта 500+. И я вижу также представителей управления образованием. Спасибо, коллеги. Сегодня мы с вами школам пока... Вера Анатольевна, это вы представитель школы, из которой у нас куратор, да? Школам пока подключаться не надо. Для школы у нас установочный семинар в 15 часов. Итак, коллеги, сегодня мы с вами говорим о том, что очень важно в рамках нашего проекта помнить о его главной цели. Главная наша с вами цель прописана в национальном проекте образования, в указе президента Российской Федерации о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Это формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей, талантов у детей и молодежи, создание условий для воспитания гармонично развитой социально ответственной личности и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Здесь мы видим внизу на данном слайде табличку, которая нам показывает границы уровней функциональной грамотности в исследовании ПИЗа по математической грамотности, по читательской грамотности, по естественно-научной грамотности. И вот мы видим, что граница между 3-м и 4-м уровнем, она как раз находится в интервале около 500 баллов. Да? Поэтому и наш проект носит название 500+. Да? То есть мы с вами должны добиться того, чтобы наши обучающиеся набирали в исследовании ПИЗа 500 баллов и больше. И вот вы видите характеристику 4-го уровня. Именно на 4-м уровне у ребят проявляется способность использовать имеющиеся знания и умения для получения новой информации. Но наша с вами задача максимум – это, конечно, 5-6 уровни, когда ребята уже могут мыслить самостоятельно и способны функционировать в сложных условиях. На следующем слайде представлены достижения уровня функциональной грамотности обучающимися Республики Коми по результатам региональной оценки по модели ПИЗа в 2020 году. В исследовании принимали участие 75 образовательных организаций и 2250 обучающихся. Вот здесь мы видим результаты по естественно-научной, математической и читательской грамотности в сравнении Республика Коми и Россия. И мы видим, что наши с вами результаты пока еще не очень высоки. Да? 2-4 уровни – это около 70%, да? От 67 по математической грамотности до 79 по естественно-научной грамотности. Но очень мал процент 5-6 уровня по естественно-научной грамотности, по читательской он чуть выше, да, и больше он по математической грамотности. Но при этом мы видим, да, что много ребят еще достаточно находятся на уровне, который ниже 2-го. То есть наша с вами задача, чтобы у нас красная часть вот этой диаграммы, она уменьшалась, стремилась к нулю, а синяя часть, чтобы у нас возрастала. Для этого в нашей республике делается достаточно много, в том числе у нас сформирована региональная программа по совершенствованию механизмов управления качеством образования в Республике Коми на 2020-2024 годы. И в этой программе одна из подпрограмм – это система работы со школами с низкими результатами обучения или школами, функционирующими в благоприятных социальных условиях. Вот именно в рамках этой программы мы с вами работаем по проекту 500+. 500+, это федеральный проект методической поддержки общеобразовательных организаций, которые имеют низкий образовательный результат обучающихся. Ну, я думаю, что с целью проекта вы уже знакомы, да? Мы с вами должны добиться обеспечения качественного образования для всех обучающихся, независимо от места их жительства, от социального статуса родителей и других факторов, и оказывать школам помощь на муниципальном и региональном уровнях по преодолению факторов, которые обуславливают низкий результат обучения и сложные социальные условия. Федеральный институт оценки качества образования – это федеральный оператор проекта, и именно он будет нашим с вами, скажем так, главным, да, координатором проекта на территории Российской Федерации, и именно его представители помогают нам в организации проекта на территории республики. Отобранные образовательные организации по методике Рособорнадзора и ФИОКа. Мы с вами помним, да, что был достаточно большой список этих организаций. 79 организаций в этом году в него попало.
Очень жаль, что в этот список попадают и те организации, которые были выявлены в предыдущие выборки в 2019 году. И, соответственно, именно эти организации у нас в основном попали в те 29 организаций, отобранных для участия в проекте. ФИОКа рекомендовала отбирать в основном организации, которые и базово не успевающие, и умеренно не успевающие, и сильно не успевающие. В прошлом году мы с вами акцент делали в основном на сильно не успевающие организации, но у нас с вами есть положительная динамика, да, уже 10 школ участников проекта прошлого года в данный список Рособорнадзора из 79 школ уже не попали. Мы можем считать, что в том числе это и заслуга многих из вас, коллеги, кто в прошлом году принимал участие в качестве куратора в данном проекте. При отборе школ учитываются уровни неосвоения образовательной программы и также учитываются ресурсные дефициты территорий. ФИОКа организует методическую ресурсную поддержку школ с нашей с вами помощью, с помощью института, да, с помощью кураторов. Разработана открытая методика адресной помощи, которая размещена на сайте ФИОКа. Здесь ссылочка представлена, коллеги. Очень важно, чтобы каждый из вас, кураторы, с этой методикой адресной помощи ознакомились. И эта методика должна стать вашей настольной книгой при организации работы со школами. И мы должны стремиться к тому, чтобы школы-участники проекта впоследствии стали источниками практического опыта для других школ региона. Коллеги, мы с этой задачей уже с вами работаем и в этом учебном году, календарном году точнее, поскольку у нас есть в числе кураторов представители тех школ, которые в прошлом году были школами-участниками проекта. Так что у коллег есть опыт, да, прохождения проекта как школа-участник, и сейчас они уже готовы свой опыт транслировать уже в роли кураторов школ. Итак, 29 школ в этом году, 18 муниципалитетов принимают участие в проекте. И на следующем слайде у нас представлена организационная схема проекта 500+. Самый главный принцип сотрудничества в рамках проекта – это, конечно, принцип сотрудничества. То есть мы с вами видим, да, в верхней части слайда это у нас ФИОКа, как федеральный оператор проекта. Именно ФИОКа организует поддержку работы кураторов, представление методик, диагностического инструментария. ФИОКа организует консультирование и мониторинг. И также ФИОКа занимается сбором методик апробированных практик. Все материалы, как я уже сказала, представлены на сайте Федерального института оценки качества образования. Региональный координатор у нас в Республике Коми – это я, Габова Марина Анатольевна, проректор по научно-методической работе Коми Республиканского института развития образования. И мы с вами вместе выстраиваем всю нашу вот эту вот систему взаимодействия. В каждом муниципалитете у нас есть муниципальные координаторы. Коллеги, кто уже познакомился со своим муниципальным координатором, кто уже познакомился со своей школой, пожалуйста, в чате можете отозваться. 29 школ у нас отобрано в 18 муниципалитетах. Так, видим. Замечательно. Хорошо. Так, коллеги, кто еще со своей школой познакомился, со своим муниципальным координатором? Коллеги, хочу напомнить, да, что у нас с вами есть и муниципальные команды, да, там, где и школы, и кураторы из одного муниципалитета, и есть межмуниципальные команды. Вот Николай Васильевич Гуськов представляет одну из таких муниципальных команд, сам он из Усинска, да, но при этом будет работать со школами Вуктыла. Нина Александровна Исакова также у нас межмуниципальную команду представляет, поскольку она работает со школами Троицко-Печорска, сама работает в Ухте. Так, и еще кто-то у нас из кураторов представляет собой другой муниципалитет. Сейчас я даже скажу, в Сысольском районе у нас работает представитель Карткировского района Татьяна Михайловна Казакова. Да? То есть вот такие 3 межмуниципальные команды у нас с вами образовались. Это очень хорошо, что коллеги, причем те, кто уже не первый год работает в качестве куратора, они готовы делиться своим опытом со школами других муниципалитетов. Николай Васильевич, Нина Александровна, Татьяна Михайловна. Большое вам за это спасибо. Ну и дальше, конечно, мы с вами должны свой опыт, да, передавать уже и нашим новым коллегам, нашим новым кураторам. Вот сегодня как раз мы с вами для этого и собрались, чтобы понять, чем должны заниматься кураторы. 26 кураторов у нас с вами, есть 3 человека, кто работает с 2 школами вместе сразу, да? Все остальные работают с одной школой. Составными частями
проекта 500+, выступает открытая методика адресной помощи, которая размещена на сайте ФИОКа. Там можно найти различные методические рекомендации, там актуальная аналитика представляется, публикации и, конечно, ко всем разделам методики онлайн-доступ в любой момент времени. Вы всегда можете к этому обратиться, к материалу, и его использовать в своей практике. Программа поддержки школ в 2020-2022 годах. Здесь у нас включается диагностика факторов риска учебной неуспешности в отобранных школах, привлечение кураторов, обучение постоянной консультационной линии для участников и информационная система на базе личных кабинетов ФИСОКа. То есть это все делает ФИОКа, Федеральный институт оценки качества образования, как федеральный оператор нашего проекта. И открытый банк актуальных методических материалов по проекту. Постоянно здесь все обновляется. Здесь вы можете найти ответы на любые вопросы, которые вас могут взволновать в ходе реализации проекта. И именно здесь размещается банк позитивных практик, коллеги. Очень много наработок уже у регионов. Некоторые регионы начали участие в проекте еще в 2020 году. Мы с вами уже второй год работаем, в 2021 году мы проработали. И сейчас все школы тоже подключаются во всех регионах к проекту. То есть на сайте ФИОКа есть много всего интересного. Если у нас будет время, сегодня посмотрим. Если нет, то ничего страшного, мы к этим материалам еще с вами успеем обратиться. Но прежде чем мы с вами приступаем к реализации проекта, мы должны понимать, какие же факторы риска обуславливают низкий результат обучающихся. Вообще, какие факторы могут влиять на образовательный результат обучающихся. Ну, вот на данной схеме все эти 10 основных факторов перечислены. И именно эти 10 факторов, они легли в основу так называемых рисковых профилей школы. Все школы прошли анкетирование, в котором участвовали и директора школ, участвовали учителя, преподающие в 6 и 9 классах, участвовали обучающиеся в 6 и 9 классах и участвовали родители обучающихся в 6 и 9 классах. И вот по итогам анкет были составлены рисковые профили школ. А завтра на нашем семинаре мы поговорим о том, как с этими рисковыми профилями школ работать. Да? Ну вот здесь перечислены основные риски. Это низкий уровень оснащения школы, это дефицит педагогических кадров, это недостаточная предметная, методическая и педагогическая компетентность педагогических работников, это высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, высокая доля обучающихся с ОВЗ, низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров, это пониженный уровень школьного благополучия, низкая учебная мотивация обучающихся, низкий уровень дисциплины в классе и низкий уровень вовлеченности родителей. Вот все это факторы риска, которые влияют на образовательные результаты. И именно с этими факторами риска вам совместно со школами вашими предстоит работать. То есть необходимо будет вот на основании рискового профиля, в котором будут отражены основные риски, выявленные по итогам анкетирования, выбрать несколько рисков, с которыми вы сможете поработать в этом году и проработать эти риски, чтобы получить позитивные результаты. Что чаще всего приводит к низким образовательным результатам? ФИОКа делит все эти факторы на 3 основные группы. Во-первых, конечно, это ресурсы. Это ресурсы кадровые, это уровень профессиональной компетентности учителей прежде всего, и ресурсы материальные, материально-техническая база. Во-вторых, это так называемая школьная среда, то есть это климат, сложившийся в школе, климат благополучия, это традиции общения, есть они или нет их, традиции взаимоподдержки участников образовательных отношений, управленческая культура, управленческая команда школы. И в-третьих, это контекст, то есть тот самый образовательный потенциал территории, где школа находится. Доступны ли для ребят заведения культуры, дополнительного образования, есть ли перед ними понятные ориентиры для продолжения обучения, для построения карьеры, и насколько семьи обучающихся заинтересованы в поддержке учебных интересов и амбиций своих детей. Ну вот здесь вот в красной рамочке вы видите такое утверждение, что результаты школьников не могут превышать уровень компетенции учителей. Поэтому очень важно работать именно над повышением профессиональной компетенции учителей. И над этим мы с вами совместно работаем уже не первый год. Да, многие из учителей принимали участие во флагманских курсах Академии Министерства просвещения Российской Федерации. Школа современного учителя не так давно завершилась. Да, сейчас у нас будут новые курсы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов. То есть вот очень важно, да, чтобы учителя постоянно повышали уровень своей профессиональной компетенции.
Основная задача школы, в отношении которой мы реализуем меры поддержки, это планирование и реализация мер, которые могут привести к наступлению позитивных изменений. То есть школе нужно внедрить новые практики по тем направлениям работы, где сосредоточены наибольшие риски снижения результатов. То есть очень важно при этом, да, чтобы школа формировала навыки объективной самооценки, чтобы она определяла свои дефициты, разрабатывала меры по их компенсации. Навыки целеполагания, поскольку от точности постановки цели зависит успешность ее достижения. Навыки управления на основе данных, да, поскольку создание эффективного плана развития школы возможно только когда мы имеем достаточные данные об учебном процессе и его результатах. То есть очень важно научить школу работать со всеми этими параметрами. Школа формирует и реализует концепцию среднесрочную программу развития школы, антирисковую программу по реализации предусмотренных мер совместно с вами, формирует внутришкольный механизм преодоления факторов риска и проблемных зон и обязательно требование – это включение школьного коллектива в совместную деятельность по преодолению рисков. Осуществить это школа может по различным направлениям развития механизмов управления качеством образования. Более подробно мы об этом со школами будем говорить в дальнейшем. Вот теперь о кураторах, именно о вас, коллеги. Кураторы являются проводниками новых идей для дальнейшего развития школы. Это вот ваш основной девиз, наверное. Да? То есть именно вы помогаете школе осознать те проблемы, которые у нее выявляются, и направить усилия школы по анализу и разрешению тех трудностей, которые связаны чаще всего именно с организацией и реализацией образовательного процесса. Для этого, коллеги, важно овладеть методикой адресной поддержки, да, изучить саму методику, изучить научно-методические материалы, которые в методике представлены, сама методика на сайте ФИОКа. Также очень важно посетить школу, если есть такая возможность. Лично изучить ситуацию, которая в школе сложилась, установить личные контакты с директором, с коллективом школы и далее консультировать школу. То есть именно посещение даст вам возможность провести верификацию рискового профиля школы и далее осуществлять поддержку школы в процессе выбора направлений, по которым в дальнейшем работа будет вестись. Но об этом тоже мы с вами более подробно будем говорить. А далее куратор согласовывает выполнение школы тех этапов, которые фиксируются в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. То есть последовательно с каждым документом вы работаете и либо согласовываете этот документ, либо предоставляете замечания, отправляете документ на доработку. ФИОКа рекомендует назначать кураторов из числа сильных школьных управленцев региона, это завучи, директора успешных школ. Мы с вами видим, что действительно в нашей с вами команде кураторов такие люди представляют собой большинство, все остальные к ним подтянутся. Опыт – дело наживное, как говорится, да, в сфере школьного управления, в сфере выстраивания систем школьных управленческих механизмов. Это важно, но важно также и владеть педагогическими технологиями, развитыми коммуникативными навыками. Я думаю, что все вы этим требованиям соответствует. Итак, основные функции куратора. Куратор посещает школу по возможности для установления продуктивного контакта, и вот именно личное присутствие куратора в школе позволит выявить скрытые причины и предпосылки формирования рисков и помочь в школе поставить посильные задачи развития с заданным исходным контекстом. Куратор консультирует в активной фазе реализации проекта, да, обязательно быть на связи со школой. Консультирование может проводиться в любой удобной форме, звонки, совместные мероприятия. У нас есть кураторы, которые готовы поделиться своим опытом по использованию различных инструментов взаимодействия. Коллеги, далее мы с вами, может быть, откроем такую онлайн-школу куратора, да, где наши коллеги опытные поделятся своими практиками взаимодействия. И куратор экспертирует. Анализируются все решения школы по проекту, оценивается эффективность, основываясь на личном и на профессиональном опыте. И основная задача куратора как эксперта – это подтверждать правильное направление продвижения школы к намеченным целям. И для этого используется информационная система. Так, на данном слайде представлен общий алгоритм и задачи работы куратора. Во-первых, вы участвуете в диагностике факторов риска учебной неуспешности в школе, с которой работаете. Далее анализируйте результаты диагностики, посещаете школу, беседуйте с руководством, с педагогическим коллективом. И рекомендуется следующая периодичность посещения на стадии формирования дорожной карты 1 раз в неделю. Ну, это, конечно, идеальная ситуация здесь описана. И на стадии реализации программы не реже 1 раза в 3-4 недели. Далее вы консультируете руководство школы при формировании дорожной карты, концептуальных документов.
консультируйте руководство при реализации мероприятий в рамках дорожной карты и по стандартизированной методике оценивайте качество и результативность предпринимаемых мер на основании экспертизы документов и рабочих материалов проекта. И далее в целом даете оценку качества и результативности предпринимаемых мер на основании экспертной оценки, которая делается вами в ходе посещения школы. Уважаемые коллеги, те, кто уже с нами не первый год, они знают, кто первый год, пожалуйста, подключайтесь. ФИОКа разработала специализированную информационную систему мониторинга электронных дорожных карт, ИСМЭДОК так называемая. Именно она обеспечивает систематизацию и прозрачность действий школы в рамках проекта. В этой системе школы проектируют свою работу по выходу из группы риска низких результатов. И именно прозрачная предметная коммуникация с другими участниками осуществляется за счет данной системы. И именно в этой системе происходит экспертиза прохождения ключевых этапов проекта и получения обратной связи. 3 основных раздела в личном кабинете школы. Вы их тоже будете видеть в своей школе. У вас тоже будет личный кабинет создан. В разделе «Стартовая диагностика» будет размещен рисковый профиль школы. Участники школы и вы должны будете совместно его проанализировать, верифицировать и выбрать те риски, над которыми вы будете работать. Более подробно об этом завтра мы тоже будем говорить. Далее раздел «Программа развития». Здесь будут размещаться концептуальные документы школы. Вы будете их проверять и согласовывать, либо не согласовывать, давать рекомендации по доработке. Поскольку очень важно, чтобы школа качественно проработала свои планы. И следующий раздел – это раздел «Риски». Здесь выбранные школы рисковые направления будут размещаться, и там будут размещены те документы, которые позволят эти риски минимизировать. Какова роль вас как куратора? То есть вы именно тот человек, который первый проводит экспертизу содержания этих документов, согласует их и либо предлагает доработку, используя для этого встроенный чат. Очень важно, коллеги, чтобы вы взаимодействовали со школой именно в рамках этого чата, поскольку такое взаимодействие будет оцениваться нашим федеральным оператором в ходе регулярных мониторингов. Такой алгоритм взаимодействия участников проекта в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. Региональные координаторы. Я вижу все школы, вижу всех кураторов, кто там работает. Муниципальные координаторы оказывают поддержку школ и осуществляют мониторинг хода реализации программ развития. И кураторы и школы совместно формируют документы, размещают, заполняют электронную дорожную карту. Очень важно, чтобы вовремя все контрольные точки были пройдены и чтобы все документы вовремя были загружены. Коллеги, информационная поддержка проекта осуществляется на сайте института в разделе «Проекты», проект 500+. Здесь есть QR-код и ссылка на данную страничку. Также мы будем задействовать возможности платформы «Мобильный методист» как интерактивной площадки проекта «Эффективная школа 500+». Будут здесь созданы команды проекта 500+, и там вы сможете осуществлять также свое взаимодействие, выкладывать документы, делиться своими наработками. Коллеги, вчера прошла информационная сессия для региональных координаторов от ФИОКа, и несколько слайдов из этой презентации я вам сейчас тоже продемонстрирую. Важный момент – это информационная консультационная составляющая проекта, то есть то, что идет нам с вами от федерального оператора. Это еженедельные ВКС с региональными координаторами, по вторникам они проходят. Далее, с 10 февраля, буквально завтра уже начнутся еженедельные вебинары для школ и кураторов. По отдельному графику будут проводиться методические вебинары. Также работает телеграм-канал «Проект 500+» и электронная почта и форум на ФИСОКа. Коллеги, во вкладочке «Вопросы» я положила ссылки на завтрашний вебинар от ФИОКа. Коллеги, важно принимать участие во всех мероприятиях, которые проводит ФИОКа, потому что это тоже будет являться одним из показателей мониторинга, который ФИОКа будет проводить. Основные реперные точки проекта. Школа участвует в анкетировании для разработки рискового профиля. Завершена эта точка уже. Школа анализирует свои рисковые профили при поддержке кураторов. К этому как раз мы с вами подключаемся в конце этой недели, на следующей неделе.
Далее, к 30 марта школы должны будут разместить свои антирисковые программы, и уже к 1 июня у нас с вами будет осуществляться централизованный мониторинг, первый этап по реализации планов школ в информационной системе. И 1 ноября это уже второй этап будет проходить мониторинг. Анкетирование школ для разработки рискового профиля у нас уже завершено. Также завершено анкетирование кандидатов в кураторы, коллеги. На следующем слайде результаты будут представлены. Мы назначаем кураторов приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. В ближайшее время приказ будет подписан. К 11 февраля нам обещают разместить рисковые профили школ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт, и мы с вами будем с ними уже непосредственно работать. В анкетировании были учтены 23 анкеты. Это те анкеты, которые сохранены и отправлены. Может быть, кто-то из вас не нажал кнопочку «Сохранить и отправить», и тогда ваша анкета здесь не учтена. Мы видим, что большинство коллег соответствуют рекомендованным нормативам, да, то есть педагогические практики у нас до 100% у некоторых коллег доходят, и управленческие практики максимум у нас 93%. В целом, многие из тех, кого рекомендовали муниципальные координаторы пул кураторов, мы с вами со всеми будем работу организовывать. Итак, коллеги, ближайшие наши с вами задачи – это начать работу с рисковым профилем школы, начать работу с концептуальными документами. Это вот самые важные для нас с вами задачи. И для кураторов самые важные моменты – это посетить, желательно, конечно, посетить образовательную организацию, посмотреть, что и как там происходит, да, чтобы с рисковым профилем отработать. Далее это обязательно поддержка и консультирование образовательных организаций при работе с концептуальными документами, при подготовке к мониторингу первого этапа и так далее. Да? То есть очень важно совместно со школой взаимодействовать в течение всех этих месяцев нашей с вами совместной работы. Так, я прошу предпоследний слайд, пожалуйста, включите. Предпоследний. Так, коллеги, вот на данном слайде обозначены наши с вами ближайшие задачи. Да? То есть школа должна будет проанализировать свой рисковый профиль, провести дополнительные исследования для верификации рисков, представленных в рисковом профиле. Об этом завтра мы тоже будем говорить на нашем семинаре. В разделе «Стартовая диагностика» заполнить соответствующую таблицу. И самый важный момент – это выбрать риски, с которыми школа будет работать, и активировать их в разделе «Риски». Ваша ближайшая задача – познакомиться со школой, познакомиться с профессиональной командой, по возможности посетить школу и провести верификацию рисков. И далее совместно уже приступить к формированию концептуальных документов. Коллеги, вот так вот коротко мы с вами обозначили все наши основные задачи. На данном слайде представлены мои координаты. Коллеги, буквально сегодня мы получили от федерального оператора информацию о необходимости заполнить соответствующий раздел в ИСМЭДок для того, чтобы собрать данные всех кураторов. Я каждому из вас направила письмо о том, чтобы вы нам представили данные, которые касаются вашего общего педагогического стажа и стажа административной работы, да, то есть в роли должности директора или заместителя директора. От многих я уже информацию получила. Коллеги, если вы еще этого не сделали, пожалуйста, сделайте. Вот последнее письмо, которое я видела, это от Ольги Владимировны Пудниковой. И Эльвира Александровна Караева, тоже от вас я письмо, по-моему, получила. И кто ранее направил, тоже я ваши письма видела. Я каждому в ответ отписалась, что информация получена. Коллеги, пожалуйста, кто еще этого не сделал, информацию направьте. Да, коллеги, на данный момент мы с вами завершаем нашу встречу. Вы можете тоже переключиться на встречу со школами. В 15 часов у нас встреча со школами. Завтра в 15 часов жду вас на семинаре по работе с рисковым профилем школы. Про приказ, да, я только что сказала, что министерство у нас
уже с приказом работает, поскольку вот анкетирование кураторов, оно только сейчас завершилось, да, мы понимаем, что действительно все кураторы достойны того, чтобы их включить в список кураторов, соответственно, они будут утверждены данным приказом, да, то есть в данном приказе будут утверждены и школы-участники, и муниципальные координаторы, и кураторы. Надеемся, что на этой неделе мы с вами все приказ получим. Да, всем успехов, Нина Александровна, спасибо. Коллеги, да, переключаемся на следующий наш семинар.